Положение дел. Пошел 4-й год, ситуация в стране не улучшается, об этом говорят все цифры. У нас бюджет вот за 3 года там республиканский в районе 1 миллиарда всего вырос. Далее у нас экспорт практически не растет. Внутреннее производство ростом в рамках инфляции, то есть в рамках роста цен. Все это как раз таки из этого вытекают те проблемы, которые мы сегодня имеем. Что мы сегодня имеем? Мы сегодня имеем дефицитный республиканский бюджет в 1 миллиард 700 миллионов рублей. Из этого состояния мы получаем то, что надо брать кредит в 1,5 миллиарда, вот, чтобы счетчиками оснастить энергоотрасль. Вот эти все цифры – это признание правительства в том, что оно не справилось со своей работой. Они вот этими цифрами показали. Ну, чтобы была ясность, за 2 года, 15-16 год, республиканский бюджет в то время был увеличен более чем на 2 миллиарда рублей. Вот, чтобы вы понимали, вот сейчас 3 года миллиарда нет, даже до миллиарда не дошли. А тогда было вот, да. И это я к чему говорю? Я это говорю к тому, что вот этот отказ фактически от национальной повестки, отказ от того, чтобы опираться на своих граждан, отказ от научно обоснованной экономической политики вот привел к тому, что сегодня мы имеем. Мы фактически не имеем деньги в необходимом количестве на оборону, мы не имеем деньги в необходимом количестве на стратегическую энергетическую отрасль, об этом признается само правительство, и мы не имеем в необходимом количестве деньги для того, чтобы активно проводить демографическую политику. Вот к чему мы пришли. И я не буду повторяться про апартаменты. Единственное, я с Леонидом Чамагуа соглашусь. Вот буквально вчера по телеканалу «Россия-24» помимо арбитражных судов коллективные письма пошли в органы власти Российской Федерации. Граждане просят перевести апартаменты из коммерческой в жилую собственность. Давайте мы хотя бы один раз будем учиться на чужих ошибках. Вот давайте мы действительно будем учиться на чужих ошибках и делать правильные выводы.